Выборы с поправкой на пандемию, без суеты и соблюдением всех требований врачей. Так организована работа на 301-м избирательном участке. Вход и выход разделены, чтобы избежать столпотворения. На входе меряют температуру и выдают маски и перчатки. Марьям Далгиева не пропускает ни одни выборы. Вот и сегодня в ИК она пришла вместе с племянницей. Граждане всей России избирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного собрания Республики Ингушетия. Знаю, что многие скептически относятся как к выборам, так и к их результатам, считая, что их голос ничего не значит. Но насколько ответственно и активно мы отнесемся к этому политическому событию, зависит, кто будет отстаивать интересы нашей республики, всей нашей страны в законодательном органе Российской Федерации. Пользуясь случаем, хочу обратиться к моим соотечественникам с просьбой проявить активность на выборах, прийти на избирательные участки, проголосовать за самых достойных, честных депутатов, за тех, кто будет решать проблемы политического, социально-экономического и культурного характера. Мы знаем, что у нас этих проблем в республике предостаточно, и кого мы с вами выберем, от них будет зависеть решение этих проблем. Поэтому еще раз обращаюсь, выполнить свой гражданский долг и свое право свободного волеизъявления. Спасибо дал дикчамete эхтубаковы массенеры. За порядком на выборах традиционно следят наблюдатели. На участках они будут дежурить все 3 дня. Также в режиме реального времени организована и видеотрансляция. Пока не наблюдается, людей очень много. На самом-то деле с утра сегодня, с 8 часов утра мы работаем. Ни минуты свободные, очень много голосующих. Формат голосования предполагает максимальное дистанцирование. Как говорят сами организаторы, прийти на участок и проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. У нас голосуют и командировочные, они открепились от своих участков, они прикреплены за нашим участком. И жители тоже подходят и голосуют. За нашим участком закреплено 1830 человек, а проголосовало где-то человек 200 уже. Впереди большая работа. В силах избирателей выбрать, каким будет наше будущее в ближайшие 5 лет. В списках кандидата от 14 партий. В Нижнюю палату Госдумы избирается 450 человек. Кроме этого, обновится и местный парламент. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера все 3 дня. Правда, многие предпочитают поставить заветные галочки уже в первый день, как это сделал министр культуры Ингушетии. Прекрасное утро сегодня. Люди, вижу, настроение хорошее. И я сегодня здесь выполняю свой гражданский долг. Поэтому считаю, что каждый человек должен сделать свой правильный выбор на благо нашего будущего, потому что все зависит от нас, от людей, реально зависит от людей. И поэтому желаю всем удачного выбора и хорошего будущего нашей республики и всем в России в целом. Одни стараются успеть до начала рабочего дня, другие, чтобы освободить себе выходные. Некоторые на выборы приходят даже целыми коллективами. Я для себя решил это, потому что это не только для нашей страны важно, но и для нашей республики. От этого зависит дальнейшее будущее нашей страны и республики. Мы организованно с нашим коллективом Ространснадзора пришли сегодня голосовать, знал, про кого я буду голосовать, и я поэтому организованно сюда приехал. В Магасе право выбора у порядка 4000 избирателей. Для них работают все 4 столичных УИКа. Комната для намаза, для матери и ребенка и медицинский пункт. Для голосующих созданы все условия и на 303-м участке. Здесь ожидают явки более 500 избирателей. Это избирательный участок, центр образования. Я непосредственно медсестра здесь, Малушкова. У нас есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. У входа стоят надзиратели, они фиксируют температуру каждому. Если высокая температура, мы тут же вызываем скорую и оказываем непосредственную помощь.
Чтобы принять участие в голосовании, при себе нужно иметь только паспорт. Узнать свой УИК можно сразу несколькими способами. На портале госуслуг, на сайте ЦИК или по номеру телефона. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.